Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Сегодня у нас немного необычный ролик. Нам объявили войну. Или войну мне, что в принципе одно и то же. Очень жалко эфирное время, которое мы потратим не на собак, а на личностные разборки. Но это вынужденная мера и вынужденная трата времени. Итак, многие знают меня давно, на протяжении нескольких лет. А для новых друзей хочу сказать несколько слов. Спасением собак из Якутска я занимаюсь с 2016 года. Началось, как всегда, с малого. Захотела помочь бедолаге. Дальше больше. За эти годы вывезены и пристроены в семьи около 5000 собак. Якутская тема, пожалуй, самая сложная по физическим, моральным и финансовым затратам. Вот я показываю вам свой архив, вернее, часть архива. Мой ноутбук не вмещает столько информации, переношу ее на жесткие диски. Конечно, мне дороги истории спасения, и я неравнодушна к тому, как потом живут хвостики. Вот эти приветы, которые очень кратко я вам показываю, дают сил, понимание того, что все не зря. Сорванная спина от таскания и мытья переносок в огромных количествах. Стрессы и постоянный страх. Взлетит, не взлетит самолет. Посадят или снимут с рейса. Найдем, не найдем пассажира. Страх, что не хватит денег на лечение или оплату передержек. Я часто говорю о том, что дело спасения занимает всю мою жизнь. Порой некогда почитать ваши комментарии. Извиняюсь. Тем более, друзья, мне некогда заниматься интригами. Может, это такой вид самопиара у некоторых людей, не знаю. Некоторые даже свои ролики я смотрю не сразу, когда они выходят в эфир, а через 3-5 часов. Когда мне пишут уже на WhatsApp в личку, делятся просмотренным роликом, а сама я его еще не видела, потому что я ношусь. Я ношусь с собаками, я в порту, я на передержках, я в клиниках, я на операциях. Я постоянно где-то ношусь, я не успеваю просмотреть даже свои ролики. Смотреть ролики чужие у меня тем более нет времени. Скажу вам, как на духу честно. Я ни одного ролика не смотрю, ни одного канала. У меня просто нет на это времени. Меня обвиняют, что якобы я жалуюсь на чей-то канал. Нажимаю на какие-то 3 точки. На какие 3 точки? И мне бы свой ролик посмотреть вовремя. Оценить, как получилось. Донесли ли мы информацию, донесли ли мы ту боль, которую мы хотели показать по погибающим или скоро погибшим собакам. У меня нет на все это времени. И те, кто знает меня, знают, в каком я цейтноте кручусь. Про какие 3 точки, про какие жалобы и порнографию несет эта женщина. Люди, я обращаюсь к вам. Давайте судить о человеке по его поступкам, по его делам, по результатам. Почему же так легко вы ведетесь на словах «кто-то что-то сказал»?
Наверное, у каждого есть недоброжелатели. Конечно, они есть и у меня. Ну а как же, куда же деться от зависти? Если у кого-то что-то получается, значит, надо загнобить. Да, это не имеет ничего общего с любовью и жалостью к животным. Но мы же все люди разные. Поэтому выводы делать должен каждый сам, своими мозгами, а не вестись на поводу. Если она убедила вас, тогда очень странно. Словами. У нее слова, а у меня дела. Так о чем тогда мы говорим? Ну а сомневающимся я скажу так. Да, в интернете много мошенников. Да, нужно смотреть по делам, по фактам, по итогам спасения, прежде чем отправлять помощь. Наверное, мне нужен еще один канал на YouTube, чтобы показывать вам приветы из дома. Их много. Они приходят каждый день из разных городов и разных стран. Но я не успеваю их выкладывать, потому что хочется как можно больше спасти сегодня и сейчас тех, которых завтра не будет в живых. А приветы откладываю на потом. Поверьте, их очень много. Они все хранятся в архиве, и мы обязательно будем периодически их показывать. Но мы не можем все эфирное время занимать только приветами. Друзья, слова – это просто слова. Оболгать, оклеветать в наше время можно легко и запросто. Делать выводы можно и правильно, только по делам. Я делаю то, что могу с вашей помощью, и вы это видите в роликах. Вся ваша помощь идет на спасение жизней. Было бы больше, спасено было бы тоже больше. Вывезло бы больше. Якутск – это гиблое место для собак. Скоро начнется зимний ад. Скоро начнется минус 50. А помощи все меньше и меньше. А вот после таких разборок будут страдать только собаки. Поверьте, не я. Страдать будут собаки. Друзья, та дама, что открыла войну, преследует одну лишь цель – привлечь к себе внимание, увеличить сборы. Неужели вам это непонятно? Разговоры о блокировке с моей стороны – это ложь. Невозможно вот так просто заблокировать чужой канал. Невозможно. Что бы тогда было на YouTube, если любой мог бы любого не понравившегося заблокировать? Вы сами задумайтесь. Как я могу, нажав на 3 точки, заблокировать целый канал? Что ж вы так ведетесь? Почему вы так ведетесь? Пусть она ищет в другом месте недоброжелателей, каких-то нелюдей она пытается обвинить. Но почему в моем-то лице? Мы с ней не пересекаемся. Наши дороги никак не пересекаются. Эта мадам не имеет отношения к якутским собакам никогда, ни до, ни после августа 2020 года. Эта мадам вывезла всего лишь 17 собак в августе 2020 года. Она вышла напрямую на якутских волонтеров, и тогда ей Татьяна отправила несколько самолетов в количестве 17, может 18 собак. Где эти собаки? Почему вы никогда не зададите ей вопрос, чтобы показала она судьбу каждой собаки? Мое участие было только помочь встретить самолеты, так как она всегда опаздывала на самолет. Всегда.
А опаздывать нельзя, потому что пассажиров мы и так находим с трудом. И мы молимся на этих пассажиров, мы благодарим их, мы уговариваем их. Они не хотят связываться, они не хотят прикасаться к переноскам, вывозить их из таможенной зоны. Поэтому мы приезжаем раньше, договариваемся с грузчиками, чтобы только не беспокоить пассажиров. Но эта мадам всегда опаздывала. Хорошо, что я была на подхвате, и я помогала вывозить и договаривалась, и вывозила с помощью грузчиков этих собак ей и передавала. Где эти собаки? Я удивляюсь, почему люди не задают ей этот вопрос. Да, они у меня есть в архиве. Каждый встреченный мной самолет, все сохраняется в моих папках на жестком диске в архивах. У меня есть все фотографии этих собак по прилету и также в ППЖ. А вот дальше, где они, история умалчивает. Так почему же вы ведетесь на клевету, но никогда не зададите вопрос, так где же у нее якутские собаки-то? Так зачем она примазывается к этой теме? А вы хотите знать, зачем? А собаками, живы ли они? Поинтересуйтесь на всякий случай у нее, как она будет уходить от ответа, вилять, на каком самовыгуле бегают у нее эти собаки, кого и когда сбила машина из этих якутских собак, чтобы собирать, открывать сборы на этих покалеченных, разорванных собак. Поинтересуйтесь, чем верить клевете на Володину. Вы часто задаете вопрос, друзья, что вы делите, если занимаетесь одним делом, делом спасения? Отвечаю, я никогда не участвую в скандалах, разборках, не состою ни в каких группах, фондах, приютах. Я отвечаю только за свои поступки, за свои дела. Я не лью грязь ни на людей, не сталкиваю никого лбами, ни на группы, ни фонды, ни каналы. Для этого надо ничего не делать, сидеть за компьютером, быть в курсе всего, уметь и знать про какие-то 3 точки, жаловаться, кляузничать. А я всегда на передовой. Я могу только догадываться о причине такой ненависти ко мне со стороны этих людей. А именно, в ноябре 2020 года администратор бывшего их канала перешла ко мне. Она сама предложила освещать якутскую тему и на Ютубе. Не я, она мне предложила. До этого момента у меня не было канала, меня не было на Ютубе. Вот с этого момента и началась неприязнь ко мне и желание навредить каналу. Ничего общего у этой дамы нет в любви к животным. Ничего общего. И если бы вы ее знали лично, вы бы в этом убедились. К сожалению большому, я была знакома с ней в аэропорту, я видела ее отношение к животным, я видела ее лживость, я видела ее фальшивые слезы на камеру. Поэтому не надо мне ничего говорить про эту мадам. Мне также есть много что о ней сказать. А тем временем, когда она снимала свой сос-ролик о клевете на меня, я была в порту. Я снова встречала собак. Собак, чудом вылетевших, с задержкой на полсуток. Встречала в ночи. И снова спасенные приехали ко мне на мое кураторство. А в это время, безо всяких принципов и морали, эта мадам клеветала на меня. Мерзко. И еще, друзья, наблюдая здесь в комментариях словесную пальбу людей на протяжении суток,
Их выражения, кто и насколько быстро переобувается, ведется на клевету словесную, предает, подвергает сомнению наше дело общее, дело спасения. Я тоже делаю выводы. В свою очередь, я восхищаюсь теми людьми, кто умеет мыслить, анализировать, делать выводы по поступкам, кто не предает с полпинка. Я очень благодарю этих людей. Спасибо тем, кто написал мне и в личку слова поддержки. И далее, я думаю, мы с вами продолжим дело спасения. А все, кто сомневается или усомнился, вы можете отписаться и помогать тем, кому верите. Значит, вы легко ведетесь на провокации и в любой момент предадите. А зачем нам такие неустойчивые люди в такой тяжеленной теме? Вот лишь одна история якутской собаки, которую забирала Семяшкина. И вот мы видим результат. Мишка, на которого были собраны немалые средства, но он не был вылечен. Рассказ усыновившей Мишу женщины Елены. Мишка жив благодаря Елене, которая тянет его на свои крохотные деньги от пенсии. А ведь у Мишки больное сердце. Ой, Мишенька наш проснулся. Мой красивый. Пойдем гулять, Мишань. Хочу рассказать о судьбе Мишки. Мишенька появился у меня в декабре прошлого года. Увидела я его в ролике у Семяшкиной. И решила, что это мой малыш. Вот он к нам приехал 19 декабря. Миша был в ужасном состоянии. У него сухо, не была даже снята бирка из отлова. Была трещина в черепе, был отколот кусок. Вот такой вот к нам приехал Миша. И когда он к нам приехал, увидя плачевное состояние собаки, я начала звонить женщине, которая его привезла, Семяшкина, и говорить ей, что Мише очень плохо, его надо лечить, делать операцию, у меня такой возможности нет. И получила я в ответ от нее ужасное оскорбление, и что Миша теперь мой, и денег на него никто не даст. Я просто помочь просила. У меня на содержании 9 больных собак. Все больные, все спасенные. А Мишеньке нужна была тяжелая очень операция, удаление куска из черепа. Семяшкина вообще повела себя неадекватно. Начала мне угрожать, что приедет, заберет Мишу, выбросит его. Вообще, я с таким сталкиваюсь первый раз. Сделали мы сами операцию. Ничего. Все у нас хорошо. Сейчас, конечно, нужно Мишке серьезное лечение. У него и лапки задние, и сердечко очень сильно болит. А на Семяшкину мне пришлось написать заявление в милицию. Было разбирательство. Я просто не дала ход этому делу. Сошло все на нет. Хочу сказать огромное спасибо Ларе Володиной. Я недавно к ней тоже обратилась за помощью. Ларочка оплатила нам грумера. Миша вот теперь весь вычесанный, весь без колтунов. Лар, спасибо вам огромное, что вы услышали мою просьбу. Спасибо, что помогли нам немножко. Спасибо. А Семяшкина очень непорядочная женщина. Я вообще не знаю, как можно так относиться к животным. Животные интересуют только с целью зарабатывания денег. А Семяшкина еще хочется добавить, что у меня есть все подтверждения, все записи сохранены с ее угрозами, все смс-ки ее сохранены. Да, и еще когда Семяшкина привезла мне Мишу, она выдумала, что она ему якобы вставляла дренажи, промывала
вот в ту дырку, где у Миши был свищ. Ни одного дренажа не было. Есть подтверждение приема у врача первоначальное с Мишей через 2 дня, как ты его привезла. Вот. А ты, Наташа, собирала деньги на это у людей, понимаешь? А у Миши тек гной. Он вставал, и под нем, под головой образовывалась лужа гноя. Понимаешь? А ты мне говорила, что ты ему сама вставляла дренажи, промывала. Просто хочу тебе сказать, Наташ, на их боли это скоро закончится для тебя. Вот на боли тех животных, какие не могут сказать за себя, понимаешь? Нельзя так делать, Наташа, обманывать людей не надо.